Погоди. Все. Добрый вечер. 26 октября. Время после митинга. Я сижу вот в этом замечательном костюмчике. Это сегодня женщины специально шили к митингу, чтобы меня там встретить. Женщины в Якутске. Чтобы меня встретить. Они сначала меня отозвали в стороночку. Еще до митинга. Давайте, говорит, примерим. Мы вам подарок приготовили. Давайте примерим. Мы сами шили. Я отошел в стороночку, мы прямо на куртку, на кожаную, на ту знаменитую коричневую. Все это примерили, этот костюм, все, он подошел великолепно, красивый, с ленточкой, вот с такой шляпой, вот видите, какая она так. Все своими руками сделано. Материю купили женщины, в группе у себя объявили сбор, и на собранные деньги купили материю, и одна из женщин вот это всю эту красоту сшила своими руками. Понимаете, вот у меня есть один костюм красного цвета, он подарен мужчинами, новогодний костюм красного цвета, мужчины подарили. И вот такой прекрасный небесного цвета, это женщины подарили сегодня перед митингом. Они предполагали, наверное, что я надену его и как-то буду с людьми в костюме. Но потом вот как-то собрались, мы подумали, ой, какой красивый, смотрите, кстати, вот снежинки вот такие. О, молодцы, да, женщины вот, в Якутске, да. Собрались, мы говорим, ну повод-то у нас ведь серьезный очень, митинга. Если бы у нас митинг был предновогодний, какой-то карнавал, тема митинга была карнавал. Ну, другое дело, я в костюме хожу в секторе. Поэтому вот уж после митинга демонстрирую, как говорится, красуюсь там, радуюсь вот этим обшлагам. Женщины сказали, такие длинные обшлаги вот эти свидетельствуют о богатстве, скажем так, да, о богатстве, скажем так, да, о богатстве Якутии. Ну, белый снег, белый снег. Ну, о митинге. Разрешите уж мне немного рассказать о митинге в костюме Деда Мороза. Потому что, раз уж меня здесь назвали Дедом Морозом, да еще два костюма уже у меня теперь, ну, а в нем уютно, кстати, хорошо рассказывают, между прочим. Как халат такой. А между прочим, под халатом у меня Саша Че Гевара, так примерно, да? Шаман Че Гевара, ну что-то вот такое. И раз халатом Дед Мороз, раз опять Че Гевара, раз халатом Дед Мороз, раз опять Че Гевара. Замаскированный Дед Мороз. Да, замаскированный Дед Мороз. Или Че Гевара замаскированный под Дед Мороз, и Дед Мороз Че Гевара. В общем, митинг. Конечно, мы готовились к этому дню. Вот этот день у нас как тоже время Че, только не Че Гевара, хотя тоже ассоциация, да, время Че, митинг с 2 до 4. Ну, всегда, когда публичное мероприятие, я даже не организатор его, только лишь участник, но тем не менее всегда какое-то волнение возникает, сердце, как говорится, начинает стучать сильнее. Что мы хотели перед митингом? Мы хотели, ребята предложили, сами якутские, ребята, с площади около театра, ну это центральная площадь в городе, до сквера Гагарина, который находится, ну не то, что совсем на окраине, ну в 5 километрах от центра, пройти пешком. Но всего-то навсего собраться на площади, повязать по ленту, зеленой ленточки со словом «шаг». Вот, кстати, вот, видите, вот со словом «шаг». И вот с этими ленточками пройти пешком к месту проведения публичного мероприятия. Ё-моё, что тут в Якутске началось? А? Мы только пришли, я пришел только на эту площадь около театра. Там 3 полицейских с одной стороны, там 3 в бронежилетах с другой стороны. В газельке в белой на пассажирских сиденьях сидят люди в форме
через дорогу напротив площади. По площади какой-то патруль. Сначала один у меня паспорт проверил. Разрешите проверить ваши документы. Я говорю, Деда Мороза, какие документы могут быть? Не Деда Мороза, ваши. Ну ладно. Проверили. Ну что, паспорт у меня в порядке. Я добропорядочный гражданин России. Паспорт в порядке. Паспорт отдали, но пришел более старший начальник. Проверял в чине сержанта, по-моему, или старшего сержанта. А потом пришел с 3 звездочками. Вот не заметил, большие звездочки или маленькие, но с 3 уже. И говорит, так, никаких здесь акций быть не может, никакого шествия здесь на этой площади вы не проведете. Мы будем действовать жестко, всех задержим и увезем. Я говорю, спорим, не задержите? Ему первый раз кто-то, видимо, сказал, спорим. Он на меня смотрит и не знает. Я говорю, ну давайте поспорим, что не задержите. Он раз молча. А потом кругами ходил вокруг меня, так сказать. Но я-то ждал парней, я думал, что они раз назначили 11:30 сбор, 5 километров, к часу мы приходим, и там вот идем как бы шагаем, все, и готовимся к митингу. Но оказывается, уже всех предупредили, всем позвонили, включая организаторам митинга, что скажем, вот это вот даже собраться на площади без всяких повязок. И то нельзя, я уже хотел им сказать, вы чё, ребята, у вас что уже, режим военный введен в Якутске по поводу митинга этого на этот день? Так вы объявите, в Якутске чрезвычайное положение. Отряд шамана Александра Габыша собрался идти по улицам города. Всем лежать, всем прятаться в подвалы, так сказать. Возможно, стрельба и применение тяжелой артиллерии. Ну, объявите народу тогда, так сказать. Если я только подошел, как меня уже окружили. Понимаете? Вот. Ну что, мне, естественно, позвонили, сказали, Виктор Алексеевич, уважаемый Дед Мороз, только не надо никаких провокаций. Я говорю, какие провокации? Вы пешком, просто идти. Митинг, без ленточек уже. Не надо, ничего не надо. Я говорю, ну ладно, я пошел один. И один пошел с площади. Никаких ребят не было. Я один пошел по направлению к скверу Гагарина. Думаю, 5,5 километров. Примерно через 1,5 часа к 13:00 я буду на месте. Ну, прошло где-то метров 500. Подъехали уже ребята из отряда нашего. Игорь, Андрей, Волк, Людмила, Витя, кстати, Витя Эльф приехал сегодня сюда, в Якутск, тоже из нашего отряда. Вот Витя Эльф в легкой курточке такой. Он поэтому не мог в митинге потом участвовать полноценно. Ну, у него вообще была какая-то олимпийка такая смешная. Вот, ну кто еще? Да, Дима, Витязь, ну, в общем, наш отряд. Альхал, разумеется, Дабан, здесь уже присоединившийся к нам в Якутске. Связь пропала у тебя что-то. Вот, и 2 парня из Якутска, которых я не знал. Потом я имя узнал у одного. Это те, которые как раз и хотели провести вот этот шагать к митингу. Да, Виталий его имя, Виталий, да. Вот Виталий активист, смелый парень, смелый житель Якутска, да. В общем, мы пошли оттуда. Это уже не с площади. Это у тебя, Алексеевич, на твоем канале связь оборвалась. Оборвалась связь. Угу. А что делать? Ну, тут что-то крутится, повторное подключение. Но у меня идет. Ну идет, значит мы продолжим. Хотя бы где-то идет. Мы пошли пешком в отрядном ритме, как примерно отряд шел на трассе. Ну, может быть, не так быстро, но пешком. Разница была в хождении с трассы в том, что на трассе дальнобои летели около уха. Ну и другие легковушки. Ну, а здесь пешеходная дорожка, спокойно, так сказать. Ну, красиво. Улица была красивой, прямой, широкой. Одна из тех, которая делает честь Якутску. Честь. Это красивая улица, красивые здания.
Вот, я, может быть, не смогу перечислить, но «Белые ночи», торговый центр, очень красивый, другие какие-то здания, сейчас вот просто из памяти. В общем, улица красивая, вот такой проспект. Потом он переходит плавно в чистое поле, и мы даже, я себя почувствовал на трассе. Но только на трассе было зеленые деревья, там, золотая осень в конце сентября. А здесь на трассе был снег, поле. Ну и пришли мы, подошли к скверу имени Гагарина. Там самолетик такой, истребитель, штурмовик, по-моему, или истребитель, как памятник. Потом знак тем полярникам, которые перевозили во время Великой Отечественной войны грузы, вот, дань их труду, смелости и храбрости, такой знак. Вот как раз у этого знака, где почести отдаются полярным летчикам, у этого знака мы и провели сегодня митинг. На митинге участвовал примерно 200-250 человек. Я не преувеличиваю, но и не преуменьшаю. У меня глаз примерно опытный, я много раз участвовал. Это примерно 200-250 человек. Так. Это немного. Ну, когда перед тобой стоит 200 человек, микрофон, и ты выступаешь, ты, в общем-то, ощущаешь как бы вот горожан, душу жителей напрямую. Ты практически говоришь уже с городом, с живыми людьми. А когда говоришь с живыми людьми, ты, конечно же, уже, ну, это совсем другое. Это вот не в камеру говорить, это вот с живыми людьми. Они стоят, слушают. Ты видишь их глаза, так сказать, мимику, эмоции. И вот этот прямой контакт отряда, мой, меня, с живыми людьми, жителями Якутска, представителями, может быть, даже каких-то улусов, как здесь говорят, да. Конечно, вот я впервые лицом к лицу встретился с горожанами. И, честно говоря, мне показалось, что мы понимаем друг друга, у нас какое-то одно мнение. Мы, ну да, на митинг приходят чаще всего единомышленники. И эти единомышленники есть в городе, все. И иногда были эмоциональные моменты, иногда мы все вместе так дружно там уруэйхал, так сказать, вот. Все, кто выступил. У нас вот Игорь выступал. Ну так, у него сложно, он весь был в трансляцию, о которой я чуть позже скажу. Он там вышел к микрофону, а сам весь еще в трансляции находится. В общем, в трансе. Игорь был в трансе. В трансляции. Еще и к тому же глушилки эти, глушили не то, что аппарат. Скажу, так сказать, да. Вот, Дима молодой, вот, Дима Витязь, он так ничего, решительно выступал, сообщил, что радость такую заодно. Ну, все же наши действия посвящены будущим поколениям. Вот Дима сообщил, что жена у него беременная, что у них будет ребенок. И об этом он узнал совсем недавно. В Якутске узнал. Вот Якутск, может быть, не родина ребенка Димы молодого, но узнал о том, что родится ребенок, ну, что зачат или зачат, ну, зачат, допустим, да? Чат, да? Чат. Зачат. Зачат. Отключить чат, включить. Вот Дима с Александром включили чат и зачали ребенка. Вот. Это радостное событие, волнующее для Димы. Ну, народ порадовался, что похлопал в ладоши в прямом смысле, так сказать, да. Ну, были такие моменты замечательные. Теперь, что касается по организации, как всегда, этого охранения. Да, Сергей тоже молодец. Вот, охранение. Значит, опять мы видим, эти ПМГ ездят. Эта машина здоровая-прездоровая для того, чтобы туда грузить людей, стоит там. Понимаете, конечно, милиция должна обеспечивать, ну, полиция в данном случае, безопасность граждан во время проведения публичных мероприятий.
Конечно же, ну кто же говорит, так сказать, надо это делать, это их работа, безопасность. Но подъезжает непосредственно, почти заезжая колесами на микрофон. Приехали бы и заехали бы на микрофон. Но там так постамент сделан ступенями, да, это же знак полярников, что их УАЗик, этот батон, не мог туда забраться. Он бы забрался и на микрофон наехал. У него, значит, сверху все эти антенны, и он занимался тем, что глушил, так сказать, тех, кто собирается транслировать видео в YouTube. Но в нашем отряде тоже, как сказал Игорь, ребята не пальцем деланы. Не зря, не зря. Одним словом, с помощью 3 мобильников, 3 смартфонов и помогающего центра, находящего где-то далеко на другом, скажем так, краю России, вот этого центра связи, вот, была обеспечена полномасштабная, в принципе, вот такая трансляция, как телестудия. 2 камеры почти всегда работали. Одну удавалось заглушить, 2 работали. Потом другую удавалось заглушить, те 2 работали. Вот я бы на месте начальства милицейско-полицейского ФСБшного сегодня хорошенько выпорол своих сотрудников. Сначала на местном уровне, на городском, потом выпорол бы на республиканском, выпорол бы уже хорошим кнутом местных маленьких на уровне города, ну только погладил бы по попке, ну так, как бы намекая, что в следующий раз шлепнут. Шлепнут, но это хороший намек. Это хорошее слово, намек такой суровый. Вот. Республиканским бы уже, конечно, надрал бы задницу хорошенько. Ну, а был бы я президентом России, то Бортникову вырвал бы последние волосы на голове. У них немного осталось, ему жалко их. Так вырвал бы последние. За что? Во-первых, за то, что пытались граждан лишить права на открытое свободное освещение публичного, разрешенного, законного, конституционного мероприятия, где, как говорится, и участие в котором разрешено гражданам, и съемка разрешена, и передача информации, право на информацию, на свободу слова и мнений должно соблюдаться. Это всеобщая декларация прав человека, которой должны придерживаться все страны, включая Россию. К тому же в нашей Конституции те же самые статьи прописаны на свободу информации, получения информации, обмена информацией. Так вот, сегодня сотрудники ФСБ пытались ограничить эту свободу, и у них ни хера не получилось. Извините за мой тавдинский акцент. Я вырос в Тавде, это поселок, где одни колонии, был ГУЛАГ, Северлаг. Так вот, извините за лагерный акцент. Ничего у них не получилось. Вот за это Бортникову, во-первых, за то, что он пытался ограничить, а во-вторых, за то, что не смог. На месте президента я бы вырвал ему последний волос. Потом приклеил бы обратно, ну, чтобы в камере смотрелся хорошо. В камере. В телекамере. В камере он и так будет смотреться хорошо. В общем, митинг прошел, ребята сделали трансляцию, все смогли. Это технически было, ну, как бы освоить эти всю технику приема, ну, не так-то просто. Они старались, 2 дня изучали все это. Вот тут недалеко, как говорится, сидели, нервничали, вскакивали, друг друга вспыхивали, так сказать. Ты чего не понимаешь? Да сколько можно повторять? Вот. Но все сделали ведь. Все сделали. 3 парня. Сергей Тихий, Игорь Газель, вот, и Дима Молодой, так сказать, начинающий отец, скажем так. Отец молодой. Ну, ребенок зачат, значит, он уже отец. Вот. Они сделали это. Молодцы.
Митинг прошел, в принципе, очень спокойно, очень хорошо. Резолюцию мы именно ту, которую подготовили, мы за нее проголосовали. Как-то странно, сначала организаторы митинга, ну просто зачитали резолюцию и, мол, и все хорошо. Я говорю, так давайте проголосуем. Вышел к микрофону, говорю, давайте проголосуем, давайте. Кто за эту революцию? И все, ну буквально все подняли руки, но единогласно. Резолюция из 3 пунктов. Прекратить уголовное преследование Александра Габышева. Второе. Признать факт, вернее так, признать давление, что выводы эксперты сделали о необходимости принудительного лечения Александра Габыша в условиях специализированного медучреждения, вот этот вывод сделан под давлением ФСБ сотрудников. Более того, и по инициативе документ о том, что эта экспертиза проводится по инициативе начальника управления ФСБ по республике Саха-Якутия, имеется. Это по его инициативе делалось. Признавалось, был признан Александр Габыша невменяемым психиатром и требующим принудительного лечения по инициативе главы управления ФСБ по республике Саха-Якутия под давлением этого сотрудника. Вот второй пункт было признать, что это факт карательной психиатрии, который уже неоднократно в России применяется, и снова в Якутии мы видим практику. И третий пункт, естественно, обратить внимание Генсека ООН, португальца этого замечательного, так сказать, который был Верховным комиссаром ООН по делам мигрантов, по мигрантам, по миграции, по проблемам миграционной службы. Теперь избран Генсеком ООН. По его инициативе это все, по его инициативе. Обратить внимание этого генсека, уважаемого, на то, что в России развивается, расширяется практика возрождения, наказания, в том числе и карательной психиатрии, карательной медицины за убеждения, за высказывания, что нарушаются основополагающие принципы декларации, Всеобщей декларации прав человека, пункт 18 и 19 о свободе слова, свободе мысли, свободе убеждений, в том числе религиозных, свободы совести. То есть у шамана в принципе, так сказать, в принципе Кремль не понимает, что такое шаманизм. В принципе, когда человек видит и прошлое, и будущее в тонких этих мирах одновременно. И когда, допустим, Александр Габышев говорил об огнях армии, которая пододвигается к Москве, вы знаете, шаман может быть одновременно в средних веках и видеть армию Тохтамыша. Мы его в Тюмени хорошо знаем, Тохтамыша. Потому что он, во-первых, действительно придвинулся с армией и 1000 огней к Москве, сжег Москву через 2 года после Куликовской битвы. Тохтамыш сжег Москву. Потом у них начались там распри, всегда там в этих империях распри между наследниками. Он сбежал в Тюмень, а потом его убили благополучно. Вот так они там, как говорится, эти все ханы, так сказать, заканчивают. Ну, не все, но большинство. Кстати, в Якутске есть ресторан, называется Тамерлан. Между прочим, армия с огнями приближалась к Москве. И этот факт исторический. Докладно говорят, что Божьим промыслом Москва была спасена от похода Тамерлана. Ну, слава богу, как говорится. Но, тем не менее, есть ресторан Тамерлан, если уж говорить об истории. Вот, Кремль, в принципе, не понимает, что человек видит и прошлое одновременно, и когда он говорит, отвечает на вопросы. Но это шаманизм. Надо быть кремлевским чиновникам, отвечающим за идеологию, там, и, кстати, за безопасность, надо побывать в Якутске, познакомиться с шаманами, и тогда они поймут, что здесь люди видят мир иначе, видят как природу и все ее формы
они все, вот духи, это многочисленные формы материи, которые видны и не видны, где прошлое и будущее все слито воедино. Только сейчас квантовая физика, только сейчас астрофизика подходит вот наконец-то к этим тонким энергиям волновым, к пониманию их, что можно, оказывается, через нашу Вселенную, этих Вселенных миллиарды и вообще бесчисленное количество, и можно из одной Вселенной уйти в другую, то есть совершить то, что шаманы совершают во время камлания, общаясь с духами прошлых и будущих веков. Вот это в Кремле не понимают. Они только понимают одно, что шаман пригрозил, какую-то угрозу им представляет. И давай его гонять, и давай его гонять. Ну вот митинг, как говорится, я попросил, выступая на митинге, чтобы через депутатов городского парламента, парламента республики, который называется Иль-Тюмен, вот тоже знакомое мне слово, да, то есть единство, союз, высший орган власти республики Саха-Якутия, через депутатов парламента республиканского и депутатов Госдумы обеспечить ему гарантию того, что никто его принудительно не увезет ни в какую психушку. Я попросил народ якутский, жителей Якутии, жителей республики Саха защитить своего славного и легендарного теперь уже сына Александра Габышева, который уже вошел в историю. Вот руководители сегодняшней республики, возможно, в историю не войдут. Не говоря уж о тех с погонами, звездочками и всеми остальными, кто пытается ограничить народовластие здесь, на территории, в Якутске. Не войдут они в историю. Так эти звездочки и останутся где-то там валяться, а человек исчезнет. А он уже вошел и останется в истории. Он даже до похода вошел. Его знаменитая, просто романтически трагическая любовь к супруге, она уже стала легендой еще до похода. До похода уже о нем стали рассказывать. Это впечатляющая, достойная великолепного художественного фильма его история любви к своей супруге. Кстати, кинематографисты, задумайтесь, вы ищете сюжеты, вам нужны сюжеты, вы говорите, сюжетов здесь, так вот сюжет здесь, рядом. Красивейший сюжет. И почитайте статью в последнем номере. Она на якутском языке, в последнем номере этой газеты. Я уже показывал, я попросил ее перевести. Вот она статья. Прочтите вот эту статью, попросите перевести ее на русский язык. Красивейшая статья о его любви. И о нем, разумеется, самом, об Александре Габыше. Это настоящее, это реальная жизнь, которая красивее любых легенд. Попросите перевести просто на русский язык и прочтите. Мне перевели, я впечатлен. Вот, митинг прошел, нормально прошел, хорошо. Организатор митинга, депутат как раз парламента республики Сулустана. Мы поехали все вместе к шаману, к Александру Габышу, рассказали ему. Он видел трансляцию, которую обеспечили ребята наши. Он видел. Вот. Он тоже, в принципе, как бы был с нами, получается. И потом небольшой перерыв, и он нас на собрание пригласил. И отряда, и гостей, то есть Сулустаны, там еще подъехали женщины. И официально объявил, после окончания митинга, официально объявил приказ о распуске нашего отряда в связи со сложным материальным положением. Ну, другими словами, содержать теперь здесь отряд тяжело, это нагрузка и на людей, как говорится, ну понятно, и надеемся, что такой особой нужды нет, чтобы здесь отряд находился. Отряд продемонстрировал, он не мифический, вот он, реальные люди приехали,
Все, их можно было пощупать и потрогать, как говорится. Это реальные все члены отряда, и отряд это не миф, это реально. Но, как говорится, до весны Александр Шаман объявил о распуске отряда. Постепенно, по мере возможности, мы разлетимся. Я вот нахожусь в костюме Деда Мороза. Я, честно говоря, никуда не спешу, да и как-то вот просят люди, чтобы побыл здесь, в Якутске. Может быть, с Новым годом поздравил, может быть, к детишкам сходил. Я вот думаю, что ну рановато пока к детишкам-то идти, еще октябрь, еще ноябрь даже не начался. Не знаю, но костюмы хорошие, как бы да, я не против детишек поздравить каким-то образом. Может быть, досрочно что ли сделать, ну не знаю, одним словом. Я еще побуду немного в Якутске, никуда срочно не улетаю. Побуду, может кого-то еще поздравлю от лица Деда Мороза. Ну а об отряде скажу, да, сегодняшнего вечера после митинга отряд распущен. Отряд распущен. Спасибо городу Якутску, который принял наш отряд. Хорошо принял, гостеприимно, в принципе. Вот. Спасибо тем, кто предоставил нам возможность вот здесь жить. Спасибо. Все было нормально, хорошо. Спасибо. Про ворону спрашивают. Что? Про ворону спрашивают. Про ворона. А что ворона? Ворона уехал из Якутска. А больше я о нем ничего говорить не хочу. Я его не видел здесь, с ним не встречался, встречаться не собираюсь. Я делал свои дела, отряд делал свое дело, и отряд свое дело сделал без вороны. И не нужен он нам, ворона, в отряде. Александр Габышев сам решит, как и что делать с вороной. А отряд свою точку зрения твердо и довольно решительно высказал уже. И Александр Габышев прислушался к мнению отряда. И как видим, ни вчера, ни сегодня никаких ворон, так сказать, в отряде не было. Вот так. Есть такая информация, что в Нерингре вроде как задержали ФСБшники. Хотя кому он нахрен нужен? Да. Вот, поэтому, что ж, мы как считаем, что мы, ну, в каком-то смысле свою миссию в Якутске действительно выполнили пока. Вроде Саша успокоился, вроде у него какая-то уверенность, что да, его в эту лечебную тюрягу не утащат. Ну, я его понимаю, у него опыт уже, и у нас опыт, и у него опыт, когда без предупреждения вламывается, заламывают руки и волокут в спецмашины. И у него опыт есть, и мы это видели. Но все же чувствуется, что он стал спокойнее как-то, не такая нервозность. Да и у нас спокойнее. Да, по-моему, вот я сегодня с горожан смотрел на горожан, и они как-то тоже уверены, что да, нормально, в Якутске больше, никто его в Якутске никуда не поволокет. Поэтому как бы миссия отряда самого выполнена. Ну, кто здесь еще останется? Ну, исключительно, чтобы помочь Александру в непосредственных вот каких-то, ну, можно даже сказать, ну, бытовых, ну и на всякий случай, знаете. Как говорится, на всякий случай. На всякий случай. Вот. На всякий пожарный случай, так это в народе говорится. Ну вот 2-3 человека, наверное, еще останутся. Ну а мы что ж, полетим домой до весны. Весной посмотрим, что и как. Если движение «Свободные люди» будет продолжаться, то, наверное, и движение непосредственно по трассе тоже будет продолжаться. Движение «Шаг», движение «Свободные люди». Ну, кто его знает? Давайте не загадывать, надо далеко, знаете. Человек предполагает, Бог располагает. Давайте посмотрим. Сегодня день был хороший. Вот. И как погода, тихо, солнечно, свежий снег, белый-белый. Вот как мои обшлаги такой, белый свежий снег. Отличная погода, морозенько так в меру. Вот. День сегодня был хороший, митинг провели, на мой взгляд, нормально, хорошо. Вот. Настроение
у Саши, ну, тоже вроде нормально. У нас, ну, тоже неплохое. И надеюсь, что у жителей Якутска, может быть, тоже хорошее настроение. А может быть, даже и у жителей всей России. А если помечтать, то вдруг на всей планете у всех людей сегодня в этот миг хорошее настроение. А вдруг? Помечтали? Ну ладно, спасибо. Спасибо Да. всем, кто смотрел. Тут еще спрашивают, ну, просят остаться, уговаривают все вот в комментариях. Здесь комментарии, здесь же прямой эфир идет. Не то, чтобы мы записываем как бы видео, как мы это обычно делаем. Здесь прямой эфир, здесь можно отвечать на вопросы. Ну я понял. Так я же говорю, что я же вот не завтра, я же билет не покупаю. Я не покупаю, просто я не очень понимаю, как бы, что мне делать. Вот как Дед Мороз, мне надо, лучше всего бы детей поздравлять. А детей вроде рано, еще октябрь месяц. Так вот, костюмы-то у меня хорошие, а что делать, я не знаю. Вот. Ну, подумаю. Спасибо, Зинаида. А что за номер? М? Да, вот Зинаида мне хочет номер телефона оставить какой-то. У меня Так. же телефон там на моем канале есть вроде. Да он вообще открытый. 8 904 494 03 95. Могу повторить. Так. Дед Мороз, соберите свой отряд, к вам люди потянутся, вы хороший человек, а шаман... Ну, ладно. Мало толку от митингов, говорят. Отряд Деда Мороза, мы уже шутили. Дед Мороз и его команда. Дед Цели? Морозова команда, да, типа Тимурова команда. Да, тут Дед Мороз, да. Тут 3 человека шаман хотел избрать. Кого оставили, Игорь, расскажите. Ну, оставил шаман, вот выстроил нас в одну шеренгу и выбрал сам. Выбрал Кирилла, выбрал Витю, который вот сегодня приехал, это эльф. И выбрал Волка, Андрюху. Ну, Андрей не может остаться, так как ему нужно зарабатывать деньги. Говорит, надо ехать к семье. Не может он здесь находиться. Эльф в раздумьях. Ну, в итоге пока один Кирилл остается. Еще двое человек как бы под вопросом, кто будет. Рядом с шаманом он выбрал, короче, 3 человек, которые будут круглосуточно рядом с ним находиться. Команда Деда Мороза, она может быть, конечно же, и отряд может, но надо понимать цель. Вот, надо понимать тогда средства достижения цели. Этого пока все не ясно. Если у шамана был глаз тонкой материи, тонких духов, в тонких слоях, как говорится, тонких энергиях, что надо двигаться и изгнать, обряд изгнания демона совершить, да, то я в таких тонких материях-то не витаю. И я бы лучше предпочел добиваться отставки вот такого знакомого всем гражданам воздействия, когда общество так или иначе требует отставки. Но общество, да, оно просыпается, оно становится активней. И идти только для того, чтобы вот как бы, ну, стимулировать, что ли, стимулировать гражданскую активность, ну, надо думать. В принципе, да, мы можем набрать и команду, и новых, и пойти, ну, может быть, это будет не Дед Мороз его команда, но, допустим, если Александр Шаман выберет другой путь, скажем, жизни, линии судьбы, да, ну, мы могли бы, наверное, и сами, как говорится, продолжить. Но мы будем обсуждать, зачем сразу искать и делать какие-то далеко идущие заявления.
Мы будем думать. Мы привыкли в отряде уже все-таки иногда мы ко всему привыкли, но в том числе и обдумывать какие-то наши совместные дальнейшие действия. Да, Ворона, я думаю, сомневаюсь, что кто-то арестовал. Это просто опять ход конем, так как уже многим известно, что он типа работает на ФСБ. Ну, как бы забелить себя, то есть таким способом, чтобы типа он ни под каким ни ФСБ не ходит, а вот его ФСБшники приняли, значит он честный, порядочный урка. Так, ну что ж, есть какие-то еще вопросы, давайте задавайте. Или мы уже, наверное, завершаем сегодня Да, мы трансляцию. хотели только вот итоги митинга подвести и сообщить о распуске отряда. Мы это сделали. Так Это, что ладно, давайте, пока-пока всем. да. Всё.